Вот я написал о своем любимом старом деревянном городе, как его ломают и уничтожают, две поэмы. Вот первая поэма называется «Якутск». Мой забытый опальный Якутск, город серый и скучный, город добрых начал и обычных печальных концов. Кто поможет тебе? Кто спасет твое ветхое древо? Город сон, город яв, город первой любви и последних надежд, город пыльный, старинный, седой. Это город-старик с сучковатою тростью кривой, город мертвых шаманов, купцов и священников, город ссыльных, убийц и мошенников, город псов и святых простаков, город странных, навязчивых снов, город вещих, таинственных слов, город жил, пережил и пожары, и смерть, город трижды тонул, город трижды воскрес и донес через века свой божественный крест. Город знает в лицо Муравьевых, Бестужевых, город помнит и храбрых, Дежневых, Хабаровых, город, чье продолжение Камчатка, Аляска, Америка. И прощай, прощай, мой Якутск, деревянный Якутск, Якутской. Знакомые улицы, окна и лица. Город калека, город провинция, город властями верховными списанный, город любимый, последний, единственный. Вот так. Якутия считается самой богатой республикой в России. И потихоньку якутская культура будет подниматься и завоевывать мировое пространство. Ага, ну теперь, я думаю, надо думать о будущем. Да, как нам дальше будет? Какие успехи в литературе, в искусстве нас ожидают? Я думаю, что перспективы хорошие, потому что у нас в Якутии талантливых людей много. Кинематограф уже вышел на орбиту. Ага. Ну и я считаю, что театр давно вышел наш, артисты вышли на орбиту большую. Того же Юрия Макарова, Андрея Сача Борисова, Сергей Потапов особенно. Их знают в зарубежных странах во многих, приглашают даже работать. И он там ставит свои пьесы. В общем, вот, думаю, потихоньку якутская культура будет подниматься и завоевывать мировое пространство. Да, потому что наш народ, хоть и малочисленный, но очень талантливый. И вот эти таланты, мне кажется, надо поддерживать. Особенно нас должны поддержать со стороны правительства наше, да? Руководство должны обратить внимание и финансово. Все сейчас зависит от денег. Деньги есть, будет и успех. Потому что без денег сейчас ничего не делается, да? Если финансово будут поддерживать наших писателей, художников, кинематографистов, дело пойдет быстрее и лучше, да? Ну вот такой разговор. И напоследок мне хочется, традиционно говорю, пожелать всем здоровья. Многое зависит от воли неба, как говорится. Да. И вот то, что сейчас мы же, якуты, это тенгрианцы, верующие Аитангара, да? Это древняя, самая древняя религия в мире, тенгрианство, да? И вот она связана именно с культом неба, то есть Каллан, Хирдата, говорят, Пангара Хирдата. Пангара Хирдата, Пангара – это небо, это космос, Куяр – это космос, все связано с космосом. Поэтому наша вера в Тенгри, я думаю, что это самая близкая религия
как говорится, которая она сейчас с наукой она близка. Вот наука разрешает все эти проблемы, постулаты тенгрианцев, все в науке написано. Поэтому я считаю, что это тенгрианцы, это самая современная, самая верная, правильная религия в мире. И мы должны быть связаны, вот природа, человек, космос, все связано. И мы должны быть связаны, держаться друг за друга, помогать друг другу, и тогда народ Якутии, Сахалин-Беги, добьемся очень больших успехов во всех сферах нашей прекрасной жизни. И ты дошел, пробился, пробуравил. Конечно, это ты имел в виду. Прощай, мой дядя, самых честных правил. Прощай, мой старый друг Айсен Дайду. Ты шел и шел, и не спуская флага, порой и чушь, но чушь свою порол. Ты первый и последний наш стиляга. Мой дядя джаз, мой дядя рок-н-ролл. Ты говорил, что так живут поэты. Ты видел ясно свой какой-то свет. В ботинках лыжных, в шапке из газеты. Ты даже в этом тоже был поэт. Ты, дядя, весь теперь литература. И впереди тебя твоя молва. И в центре городка Арриведура стоит твоя хрущевка 7/2. Поэт ушел, отмучился, отчалил, чтоб не его, а жизни стало жаль. Теперь навеки, дядя, в дом печалей впечатается и твоя печаль. Ты точно знал, что так оно и будет. Ты точно знал, что я сюда приду. И я скажу, в Якутске жили люди. В Якутске жил поэт Айсен Дайду.